О промышленности в Нерюнгри и Алдане обсудили вопросы реализации проекта по добыче железной руды на месторождении Таежное в Южной Якутии. Реализацией проекта займется горно-металлургическая компания «Тимир». Об итогах обсуждения расскажет Сергей Алексеев. Реализация проекта по добыче железной руды в Южной Якутии начнется с месторождения Таежное, во многом благодаря наличию необходимой инфраструктуры Нерюнгри и Алдана. Первые слушания прошли в Нерюнгри. Здесь будут сосредоточены основные силы предприятия. В целом жители промышленного района появление Тимира расценивают положительно. Поэтому основной диалог с сотрудниками горно-металлургического комбината прошел с участием представителей родовой общины и Комитета охраны природы республики. А вот именно по предотвращению попадания. Можно самотеком собирать в одном месте. Ну, вы понимаете, что значит, вот этот рельеф местности может размыться какими-то талами или какими-то водами, и все это может попадать в водосборную поверхность. Нет, это же ведь не делается просто так. Вот они по Как и всякое промышленное предприятие, Тимир будет влиять на экологию района. Представители компании уверены, что им удастся свести степень влияния к минимуму. Те проектные решения, которые закладывают наши проектировщики совместно с поставщиками оборудования, они являются самыми легкими по воздействию на окружающую среду. В 4 километрах от месторождения Таежное расположены земли родовой общины коренных малочисленных народов севера Бугат. Эксперты из Института гуманитарных исследований также оценили степень влияния добычи руды на место проживания эвенков как минимальное. Институт гуманитарных исследований проблем малочисленных народов севера провел данное исследование, и мы не нашли существенного влияния на быт и культуру традиционную коренных малочисленных народов севера. Следующие слушания прошли в Алдане. Там исполнительный директор компании Игорь Каратаев еще раз подтвердил, что Тимиру выгодно нанимать местных работников. Кроме того, он отметил, что идет работа по подготовке будущих специалистов в местных учебных заведениях. Мы привлекаем выпускников и студентов старших курсов для прохождения практики в нашем предприятии. То есть у нас есть геологический отдел, у нас есть мошеннический отдел, у нас до недавнего времени, до полугода назад был и производственно-технический отдел. У представителей Комитета охраны природы Алданского района были свои замечания. Все-таки инфраструктура будет находиться и на территории Алданского района. Поэтому с моей стороны были предложены варианты рассмотреть все-таки оценку воздействия данного предприятия на тех участках, где имеются выходы на территорию Алданского района. В итоге во время встречи открытых вопросов практически не осталось. В следующем году начнется строительство промышленной площадки, а в 2017 году Тимир планирует получить первые объемы добытой руды. Сергей Алексеев, Вадим Ганкевич, НВК «Саха», Нерюнгри, Алдан.